Разбитые стекла, покореженный металл и груда пластика. Все, что осталось от Нивы. На 102-м километре трассы М7 в нее влетела иномарка. Момент аварии попал в объектив камер видеорегистратора. Видно, как Майбах на большой скорости летит по встречке и врезается в Ниву, которая поворачивала налево. У нее горели поворотники. Удар был настолько сильным, что от машины практически ничего не осталось. На Ниве ехали лесники. За рулем 31-летний начальник Краснооктябрьского участка Ильсаф Абдуллян. Рядом 66-летний сотрудник лесопожарной станции Ильдар Галиев. Пожилой пассажир скончался на месте. Водитель в карете скорой помощи. Информация о смертельной аварии быстро распространилась по соцсетям и вызвала большой резонанс. Жители республики недоумевают, к чему привело игнорирование правил. Он маневр обгона должен закончить до сплошной, а тут он летит, где сплошная. Судя по манерам вождения многих, не знают правил более 70% водителей. Нельзя совершать обгон на перекрестке. Минимум 2 смертельные аварии в месяц на одном участке. Неужели нельзя ничего сделать? Сейчас о смертельном ДТП напоминают лужи крови и поваленные деревья. На них и приземлилась Нива. Повреждения получил и немецкий внедорожник. Его водитель – 28-летний мужчина. Он не пострадал. Пассажир, его отец, сломал руку. Сегодня они категорически отказывались от общения с нашей съемочной группой. Молчаливыми оказались и приехавшие сюда друзья и родственники. Простите, а вы знакомые родственники? Случайно. Мимо проезжали, остановились? Водитель Майбаха с начала прошлого года правила дорожного движения нарушил 155 раз. Получается, раз в 3 дня. И это только те случаи, которые были зафиксированы. Большинство за превышение скоростного режима. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес», мужчина 1996 года рождения, при совершении маневра обгон, нарушении сплошной линии разметки, совершил столкновение с автомобилем «Нива», водитель которого совершал поворот налево. По кадрам видеорегистратора видно, для иномарки прерывистая линия закончилась и началась сплошная. Но водитель по каким-то причинам это проигнорировал и не вернулся на свою полосу. Хотя место было. На протяжении всего дня здесь работали сотрудники госавтоинспекции. Предстоит выяснить все детали трагедии. Рамиль Галиуллин, Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район.